В начале ролика скажу, что в конце я зацеплю еще парочку фильмов, о которых вкратце скажу. Они также будут из жанра романтическая комедия или около того. А теперь о фильме «Любовь как бестселлер», который в оригинале называется «Книга любви», из-за чего могут возникать некоторые проблемы и перекликаться с бесконечными ужасными продолжениями «Американского пирога», где одна из его частей, этих ужасных продолжений, так и называлась «Американский пирог. Книга любви». Фильм «Любовь как бестселлер» не имеет ничего общего с пирогами. Это история про английского писателя, где его романы об отношениях не пользуются успехом на родине. Но, несмотря на это, он приходит каждый день в книжный магазин, где продаются его книги, он неустанно пытается кадрить там девушек, конечно же, не упуская случая представиться, что он является автором, писателем злосчастного и никому не нужного романа. Я небольшой знаток мужской внешности и не сильно разбираюсь в том, какой мужчина будет пользоваться большей популярностью у женщин. Понятное дело, что главный герой, он далеко не страшила, и, скорее всего, я так подозреваю, что он многим девушкам должен прийтись по вкусу, чем-то напоминающий актеров Генри Кавилла из того же «Ведьмака» или парень Том Уэллинг из сериала «Тайны Смолвиля». Скулы, патли на голове, высокий, спортивный, хорошо одевается англичанин, все дела. И удивительно, что обладая всеми этими качествами, он толком не имеет опыта отношений с женщинами, и из-за чего его книга и не пользуется успехом, он не может вложить в нее нужный жизненный опыт, который у многих нашел бы отклик, показался бы знакомым и интересным для прочтения и изучения. А его периодическая возмущенность касательно того, что секс, как такое можно писать, что вы сказали, трахаться, и я не могу это слушать, это вроде он даже как-то назвал грязь, что толкает на мысль, что он безнадежный девственник или еще что-то типа того. Удивительно, но внезапно оказывается для него и для его издателя, что его книга пользуется безумной популярностью в Мексике, куда он отправляется в тур и знакомится с переводчицей своего труда, где впоследствии выясняется, почему именно там творение английского писателя снискало успех и популярность у местных жителей. Я, наверное, скажу, в чем оказалась причина. Это будет спойлер, раскрытие сюжета, поэтому пропустите эту часть. В общем, переводчица из Мексики, по сути, переписала на свой лад от начала и до конца эту книгу, ввела каких-то новых персонажей, кого-то оттуда убрала, что-то поменяла, отсекла, что-то добавила. И, по сути, это, можно сказать, получилась абсолютно другая книга с парочкой имен, которые были позаимствованы, и остались от оригинала. У меня возник вопрос, почему она не решила просто поставить свое авторство, раз это, по сути, другая книга о другом, но тогда бы и фильма не было. И это получается, слабая завязка. Также слабый момент, как я говорил ранее, главный герой, он обладатель стольких качеств и, по большому счету, девственник, что тоже портит впечатление от просмотра, так как это выглядит неправдоподобно. Плюс это все добивается тем, что очевидно и предсказуемым ходом между этим англичанином и мексиканской переводчицей завяжутся отношения, но оно выглядело настолько неестественно, настолько пластмассово, оно было настолько притянуто за уши и неправдоподобно, это было очень плохо. Несмотря на то, что у главной героини был какой-никакой парень и отношения, и вроде бы более мужественные, сильные и так далее, но она отдала предпочтение тюфяку, которого стебала весь фильм, из 1,5 часа, 2 часа экранного времени, который даже не смог помочь или поменять ей колесо автомобиля, а делала она это сама, и вдруг внезапно под конец фильма они уже сосутся и занимаются сексом. Не было никакой между ними нужной искры, нужной химии, просто какая-то липовая, спонтанная, бурная страсть. В целом фильм, как романтическая комедия или кино в этом направлении, не справляется со своей задачей, точнее, справляется, но очень плохо. Любителям подобного жанра, я думаю, оно придется по вкусу. В любом случае, посмотреть, чтобы убить время, можно. Не могу его рекомендовать всем. Там местами были забавные моменты, с которых можно улыбнуться. И на этом, в принципе, все. Так, теперь я скажу о парочке фильмов из жанра романтической комедии, отношения и так далее. Из недавних успешных экранизаций книг это фильм под названием «Мой любимый враг». Есть отзыв на канале, можете ознакомиться. В целом скажу, что можно смотреть как одному, так и в паре. И там даже неожиданная концовка была. По крайней мере для меня, она меня удивила. И я не подозревал, что фильм так закончится. Следующий фильм, который только-только вышел в прокат под названием «Любовь как искупление». Это драма-мелодрама про
про отношения между набожным верующим мужчиной, который влюбляется в женщину-проститутку, которая работает в публичном доме. Это христианская картина. У меня также есть ролик-разбор на канале. Вы можете ознакомиться с тем, что будет в этой картине. И последняя вишенка на торте, можно сказать, это совсем свежий фильм с меткой 18+, под названием «Из моего окна». Он на Netflix. Несмотря на эту метку, картина показывает и рассказывает историю об учениках старших классов, где главная героиня девочка, бедняжка, беднячка, влюбляется в соседа мальчика, сына богатой семьи. А сама она, простушка, и с течением времени он отвечает ей взаимностью, но родители его против. Такое отдает Ромео и Джульеттой, но ничего общего с этим не имеет, кроме влюбленных подростков. И сама картина, по большей части, невзирая на возрастной рейтинг, подойдет больше парням и девушкам переходного возраста. Там полно всяких вечеринок, веселья, отрывов, секса, страсти и, конечно же, соплей и переживаний. Я вообще случайно это посмотрел, так как ожидал, что там в конце парень окажется каким-то маньяком и всех убьет, но увы. Ставьте большой палец вверх, если вам понравился этот ролик, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, делитесь в комментариях мнением о фильме «Любовь как бестселлер», а также можете поделиться мнением об других упомянутых фильмах. Также расскажите о своей любимой романтической комедии или просто фильмах про отношения. Посоветуйте парочку хороших, интересных. А на этом все. Спасибо за просмотр. До встречи. Пока.